честь Второй мировой войны в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось открытие масштабной мультимедийной выставки «Дальневосточный финал. От войны к миру». Война Советского Союза с Японией длилась всего 24 дня, но за это время советские войска освободили огромные территории. Цена победного финала Второй мировой – более 12 тысяч жизней советских воинов. В войне с милитаристской Японией участвовало 3685 воинов из Якутии. Особым гостем церемонии открытия стал непосредственный участник тех событий – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Якутии Кирилл Егорович Павлов. Задача этой выставки – донести информацию о вкладе нашего народа в победу во Второй мировой войне, наших вооруженных сил. То, какими усилиями далась эта победа. Это война, советско-японская война, да, о ней не так много известно, но эти события связаны с большими жертвами для нашей страны, с большими усилиями нашей страны, с переброской огромного количества наших вооруженных сил с западного на восточные рубежи, вот, с освобождением огромной территории Китая, Кореи, с освобождением от японских оккупантов наших исконных земель. Это Южный Сахалин, это гряда Курильских островов. Это славный подвиг нашего воинства. И поэтому мы считаем, что то, что эта выставка здесь представлена, это очень важно для нашего подрастающего поколения, для всех нас, чтобы больше узнать об этих событиях, чтобы эти страницы не были забыты, потому что каждый вот этот кирпичик, он очень важен для того, чтобы мы и ценили то, что нам передали наши предшественники, для того, чтобы мы верили в свою страну, чтобы мы делали все, сплоченно вместе ради будущего нашей страны. Проект реализован при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети», правительства Сахалинской области и сотрудниками музейно-мемориального комплекса «Победа города Южно-Сахалинска». Сегодня мы посетили открытие выставки, интерактивная выставка, интересная, показано много архивных документов, фотографий. Тема эта мало освещена, но мне, как, допустим, любителю, реконструктору истории, очень интересно, чтобы эти знания передавались нашей молодежи, потому что историки знают, а вот наши сегодня пришел с курсантами. Много интересного даже услышали в первый раз. Даже я какие-то подробности узнал. Но считаю, что необходимость этой выставки большая. Просвещать, рассказывать. И, думаю, интерес к ней будет очень высокий. Приглашаем посетить выставку в историческом парке «Россия. Моя история» в городе Якутске до 25 октября. Уважаемый Кирилл Егорович, сегодня весь мир отмечает очень знаменательную дату. Это окончание Второй мировой войны. 80 лет назад она завершилась победой над японским милитаризмом. В этих событиях, в освобождении китайской Манчжурии, принимали участие вы. Хотел бы узнать, какое впечатление у вас от выставки, которая представлена сегодня здесь. Выставка называется «Дальневосточный финал. От войны к миру». То, что вы сегодня мне показали, эта выставка будет служить патриотическим воспитанием молодежи. Поэтому эта выставка будет очень большое значение иметь для населения, особенно молодежи. А я находился там еще давно, 1944 года. Имели место встречаться как представители Квантунской армии. Они, конечно, напакостили, просто не жили. Они всегда разведывали и нарушали границу. И мы дали достойный отпор каждый раз. На стрельбе первое место занимал каждый раз в соревнованиях. Поэтому меня назначили первым стрелком из танковой пулеметки Максимка.
Но это было наказание для меня. Он тяжелый такой, 44 килограмма. И вот когда приходится вдвоем наполовину разделяешь и носишь и крутишь свой багаж. И трудно бывает передвигаться на короткое расстояние. Но на дальних походах, конечно, техника помогала. Вот таким образом я был и стрелком с танкового пулемета. Я не одобрял это дело. Я хотел быть снайпером. Но в армии я был в неплохом месте. Потому что солдаты мои меня тоже уважали в то время. Я был 2 месяца моложе, чем положено. 18 лет не достигал, но самым молодым солдатом был. Вот, и русский язык я очень плохо понимал, потому что я 11 лет на глухом лесу с мамой жил. А мама меня воспитала, это сама деревня. Отец умер рано, на 27-м году, когда мне было 1,5 года. Поэтому она очень хорошо воспитала нас, никогда не ругала, никогда Анастасия Уруповна, моя мама, никогда рукоперекладством не занималась. Русских совсем не видел, так что мне было очень трудно вот в школах. Я 4 всегда у меня была русский язык и физкультура. Остальные 5 бывает, как до 8 класса. Отличником должен был быть. И 2 предмета мне мешали: русский язык и физкультура. В войне это дружба очень хорошо помогает. Война это самое, я там по карте указывал. Пешком мы пошли по старой сибирской дороге через Манчжурию. Эта дорога идет прямо, прямой линии Владивосток. Оттуда, не доезжая, отходит на это самое Порт-Артур. А мы около Сыктывкара дошли, воюя это самое, бродящими японскими подразделениями, которые прятались и избегали плена. Но и успехов не было у них. Но редко ночью они нападают, и тогда людей убивают. А так много солдатов не убивали, не могли убивать. Вот таким образом мы с Сыктывкара подошли, война вдруг кончилась. И нам 2-му эшелону дали задание заниматься пленными. И пленные вот здесь сегодня видели, их передавали в городах России. Они строили. Они Хабаровск устроили, это самое, Благовещенск устроили и так далее. И в других городах тоже. Первый фронт. Я служил Забайкальский фронт, а потом 2-й фронт есть, Забайкальский фронт. В это время дожди были, горные реки потекли, и мы иногда была приходится перейти это самое. Жаркий день я пошел, вот речка, не снимая свою амуницию. И простыл. Вечером было. Медсестры не было, медбрат был. Они меня быстро направили в госпиталь,
а потом домой отправили. И вот до сих пор после этого мы к ним не возвращался. Вот таким образом в войне участвовал. Новому поколению, конечно, прежде всего я хочу, чтобы они учились. Грамотные люди грамотно руководят, а работать надо тоже очень так толково, вдумчиво. Если они будут работать как вчера, сегодня, то развития не будет. Вот в чем дело. То это действительно важная выставка. Действительно там приглашать и свои интересные вопросы выскакивает и читаешь. Это очень удобно. Это студентам, людям науки, это все надо. Так что этот музей очень необходимый музей. Лучше, чем обыкновенный музей. Знаете, обыкновенный музей недвижно поставлено, а здесь, понимаете, даже как живой с тобой разговаривать. Спасибо вам большое на этом добром слове. Желаю вам от всех наших коллег нашего музейного комплекса, от всех тех, кто сегодня был здесь, молодежь, студенты, школьники, их было очень много. Я думаю, что они тоже желают вам крепкого здоровья, оптимизма, жизненных больших сил, для того, чтобы вы как можно больше смогли передать нынешнему поколению. Спасибо вам большое. Очень хорошо, в правильном направлении работаете, мне кажется. Желаю я тоже вам очень больших успехов в этом воспитании, патриотическое воспитание молодежи. Спасибо большое. Спасибо. Здесь у нас представлены свидетельства преступлений украинских нацистов на Донбассе, со слов мирных жителей, которые непосредственно подверглись зверствам украинского режима. Вы можете увидеть различного рода оригинальные экспонаты, подтверждающие нацистскую сущность киевского режима, уходящего корнями в годы Великой Отечественной войны. Также вы можете ознакомиться с архивными данными, рассказывающими нам о преступлениях коллаборантов в годы Великой Отечественной войны. Мы приглашаем вас в наш исторический парк «Россия. Моя история» посетить выставку без срока давности «Под свободный».